В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях вторника. С вами Василий Радченко. Смотрите сегодня. В Якутии продолжается прививочная кампания против гриппа. Сезонную вакцину получили уже более 17 тысяч человек. Бесплатное питание организовали для школьников младших классов в Нерюнгри, во сколько сегодня обходится завтрак и обед в Южной Якутии. Сооружений, хранящих память о войне, становится все больше. В поселке Корнево Калининградской области открыли мемориал воинам-якутянам. Первая очередь запуска угольной шахты Инаглинской фабрики. Инаглинская-2 создаст более 800 новых рабочих мест в Якутии. Также за счет строительства ГОК в республике будет создана необходимая инфраструктура для функционирования шахты и обогатительной фабрики. Министр промышленности и геологии региона Максим Терещенко сказал, что пуск первой очереди шахты Инаглинской и фабрики Инаглинская-2 и выход на полную мощность позволят России закрепиться в тройке мировых лидеров по объему не только производства, но и экспорта коксующегося угля. Их суммарная мощность 6 миллионов тонн в год. Запуск запланирован на 10 сентября. Земля Сотникова, так сейчас называют Ижминский аэропорт в республике Коми. В 2010-м на таежный аэродром приземлился самолет с отказавшей электроникой. На его борту были 81 человек, которые двигались по маршруту «Удачный Москва». Сергей Сотников много лет обслуживал заброшенную северную бетонку, чтобы однажды она спасла авиалайнер и около сотни жизней. О чудесном спасении создано много фильмов и написано много статей. А сами пассажиры и по сей день вспоминают с волнением 7 сентября 2010 года. Ирина Балкова пообщалась с некоторыми из них. 7 сентября 2010 года Людмила Голубых помнит, как сейчас. Даже авиабилет сохранила в память о своем чудесном спасении. В то время она готовилась стать мамой во второй раз. И 10-летний сынишка сейчас постоянно напоминает о тех событиях. Мальчика назвали в честь Евгения Новоселова, командира воздушного судна, которое совершило аварийную посадку в Ижме. В один момент я не смогла сесть в самолет. Просто не смогла. Зарегистрировалась и сдали билет. Не смогла. И все, я практически сейчас не летаю, только в отпуск. В полете у судна отключилось все электропитание. Чудом пилоты увидели в тайге бетонную полосу старого аэродрома. Правда, она была короче нужной на 700 метров. Выбора не было, самолет решили сажать. Ту-154 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грунте. Дальше, как учили, экипаж открыл аварийные выходы и по надувным трапам вывел всех пассажиров. Кто-то пытался дозвониться до родных, кто-то благодарил пилотов. Но еще никто не знал, что этот случай войдет в мировую историю авиации. Ведь тогда никто из 81 человека, находящегося на борту, не пострадал. Вторвиниловые кабеля и выход вот даже вот отсюда выход у нас на старт. Ну, понятно. Людей эвакуировали, а «Ласточка» осталась. Так самолет прозвали сами пилоты. И лишь 24 марта 2011 года самолет своим ходом отправился из Ижмы в Ухту. Чтобы он смог взлететь, его отремонтировали, максимально облегчили. Взяли лишь необходимый запас топлива – 11 тонн. В кресле командира сидел заслуженный летчик, герой России Рубен Есаян. Сделав прощальный круг над поселком, самолет улетел. В 2018-м судно перегнали в Новосибирск, в Толмачевский музей гражданской авиации. Там ему и дали имя – Ижма. Пилотам было жаль расставаться с самолетом, спасшим десятки жизней. Признаются, рады, что он останется хотя бы на постаменте. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Теперь в опытой обстановке за минувшие сутки в Якутии выявили 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 33 в Якутске, 6 в Мегино-Кангаласском, 5 в Нерюнгринском, по 3 в Верхневилюйском и Татинском и единичные случаи в других районах региона. Подтвержден еще один летальный исход от COVID-19. Также за сутки лабораториями республики проведено 1309 исследований на коронавирус.
Между тем, в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На 7 сентября более 17 тысяч человек получили сезонную вакцину. Напомню, что бесплатно прививают детей с 6 месяцев, школьников, студентов, работников бюджетной сферы, пациентов медучреждений, лиц из группы риска и с хроническими заболеваниями, а также людей старше 60 лет. Вакцину против гриппа бесплатно можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Также работают выездные бригады. Айсан Николаев поздравил победителей специального конкурса Фонда президентских грантов и грантов главы Якутии. Наш регион вошел в топ-3 рейтинга субъектов Дальнего Востока по эффективности участия в них. Победителями спецконкурса президентских грантов стали 7 некоммерческих организаций Якутии. 43 организации выиграли гранты главы региона, получив поддержку на сумму в 56 миллионов рублей. В такой непростой ситуации, конечно, как никогда важно социальное самочувствие нашего общества, взаимная поддержка и открытость. И я рад, что у нас в республике, как и во всей стране, тысячи людей пришли на помощь тем, кто нуждается в помощи. У нас в республиканском корпусе волонтеров работало почти 3000 человек, никого не оставляя без помощи и поддержки. Наши предприниматели, сами находясь на самом деле далеко не в простой ситуации, помогали своим односельчанам, своим коллегам, медикам, семьям, многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Якутии проведена работа по упорядочиванию системы предоставления грантов некоммерческим организациям путем объединения 11 грантовых конкурсов в один. Особенностью нового направления стало то, что оно разработано по аналогии с конкурсом Фонда президентских грантов. Впервые был создан сайт grants.yakutia.kli, где все от приема заявок до оценки уже готовых проектов прошло в онлайн-режиме. Темы проектов также самые разные, начиная от области культуры, профилактики безнадзорности, поддержки адаптивных видов спорта, заканчивая поддержкой незащищенных слоев населения во время пандемии коронавируса. Сегодня второй день финала национального чемпионата «Молодые профессионалы-2020». Из-за ограничительных мер впервые решено провести конкурс в очно-дистанционном формате. Якутский технологический техникум сервисов компетенции администрирования отелей участвует в соревновании не первый год. В этот раз представляет регион студент 3-го курса Даниил Фадеев, который в режиме онлайн продемонстрировал перед независимыми экспертами все свои умения и навыки модели сотрудника, приема и размещения гостей. Отметим, что это не первое участие Даниила в соревнованиях WorldSkills. В предыдущих региональных этапах он уже завоевал 2-е и 1-е место по профильной компетенции. Если честно, мне не очень нравится быть поваром, на которого сейчас учусь. Я хотел попробовать себя в чем-то новом, и именно эта компетенция меня привлекла, так как у меня были достаточные навыки для того, чтобы начать работать в данной области. И, конечно же, потом мне захотелось большего и большего. Когда я получил 2-е место, я решил, что не буду останавливаться на достигнутом и продолжу дальше. Сейчас я хочу закончить этот чемпионат и в 22 года стать экспертом, квалифицированным по своей компетенции, и отправиться учиться в высшее учебное заведение тоже по данной компетенции. Точка кипения Якутск отмечает 2-летие своей деятельности. В сентябре 2018 года пространство коллективной работы впервые открыло свои двери для идей, проектов, инициативных граждан и проактивных организаций. Поздравил команду и сообщество глава региона Айсан Николаев. Напомним, именно он является идейным вдохновителем пространства и принял непосредственное участие в его создании. За 2 года работы «Точка кипения» провела огромное количество встреч, дискуссий, форсайт-сессий с привлечением различных профессиональных сообществ, предпринимателей, представителей институтов развития и органов власти. Темы для обсуждения самые разные – от экономики до IT-стартапов, от науки и до развития сельской местности. Точка кипения – такое пространство, которое собирает людей по интересам. И, конечно же, одна вот из этих сторон – это вот предприниматели, которые хотят сделать глобальный прорыв. И, соответственно, отсюда, можно сказать, и все и началось. Вот именно наше общение со стартапами, потому что мы здесь проводили мастер-классы, какие-то экспертные сессии. Вот. Ну и как результат, можно сказать, то, что это вот наращивание нашей всей инновационной экосистемы людьми, которые готовы заниматься инновационным предпринимательством. Приезжал к нам фонд высоких технологий,
И тогда вот выступали наши первые стартапы, это вот резиденты технопарка, например, проект Pricebox, ну и так далее. То есть, Pricebox, например, это точно вот один из тех проектов, который сначала выступал здесь, а потом уже перед нами, и мы его отобрали в акселератор. В муниципалитетах Якутии назначили ответственных работников, которые ежедневно мониторят, чем и как кормят учащихся начальных классов. Данные передаются напрямую в региональное министерство образования. Напомним, по указу президента страны с начала учебного года школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В нашем регионе детей с 1 по 4 классы более 62 тысяч человек. До конца года на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделят почти 420 миллионов рублей. Сейчас питание в большинстве школ обеспечили, а в тех учреждениях, где учебу проводят дистанционно, кормить будут, исходя из эпидситуации на местах. Меню питания определяется санпин-нормами, и для каждого класса, для каждого возраста он разный. То есть имеется различный колораж, норма питания. Имеется, конечно же, региональный компонент. Таким образом, у нас в республике могут быть добавлены, например, белорыбица, какие-то сорта мяса, например, оленина или жеребятина, также дикоросы. Бесплатное питание, организованное для школьников Нерингринского района. Сколько сегодня стоит завтрак и обед в Южной Якутии, выясняла Тамара Игнатьева. Школа номер 1 города Нерингри является одной из крупных образовательных учреждений района. В связи с ситуацией по ковиду школа перешла на обучение в 2 смены. Соответственно, у них 10 больших перемен продолжительностью 20 минут каждая. Где-то кормим очень рано и на работу приходим тоже рано. В 5:30 приходим, в 7 вечером уходим. Перерыв между переменами очень маленький. Первоклассник в 8:30 кормить начинаем, а следующий уже в 9:10. Стараемся, справляемся, а куда деваться? Деток накормить нужно. Всего 489 детей начальных классов в школе охвачено бесплатным питанием. Мне понравилась тушеная капуста и рыбная котлета. Очень хорошие повара у нас готовят в школе. Вкусно. Продукты хорошие. Мне нравится, что дают в столовке, потому что это вкусно и сыто. Макароны с подливой – это просто шикарно. Обеспечить горячим питанием начальную школу – ощутимая целевая помощь семьям. Если взять среднюю стоимость школьного завтрака 80 рублей, то родители экономят существенную сумму в месяц. Бесплатное питание отразилось, наверное, так же, как и для всех родителей. Это огромный подарок нашего государства, просто огромный, потому что бюджет у всех разный. И плюс ко всему хочется сказать, что питание сбалансированное, что немаловажно для наших детей, потому что завтрак – это, наверное, самый важный прием пищи, который у нас есть на сегодняшний день. Ребята проводят в школе большую часть своего времени. Остальной категории учащихся предоставлено питание по абонементу. Это комплексный завтрак или комплексный обед по желанию детей. Заблаговременно классный руководитель подает заявку, сколько детей будет питаться по абонементу. Меню разработано в строгом соответствии с согласованным меню ТУР Роспотребнадзора по Нерингринскому району. Дети довольны, родители довольны. И знаете, вчера очень порадовало, что дети с удовольствием ели вчера понедельник, и по понедельникам молочная каша. С удовольствием. То есть тарелки все были пустые, дети за 5 месяцев соскучились. Желающие могут добрать за счет раздачи булочные изделия, салаты. Компенсация льготного питания для детей многодетных и малоимущих семей за счет бюджета Нерингринского района на одного ребенка составляет 80 рублей в день. Остальную часть, в зависимости от суммы меню, доплачивают родители. А средняя стоимость комплексного завтрака по району составляет 120, а комплексного обеда – 150 рублей. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. В Ленске началось строительство сквера «Аэропорт». Сейчас идет зачистка территории для площадки, после чего приступят к заливке фундамента под установку самолета Ан-2. Именно этот проект выбрало большинство ленчан в народном голосовании по отбору общественных территорий в 2019 году. Ленский аэропорт имеет региональное значение и находится в приоритетном списке 10 дополнительных аэропортов для включения в программу модернизации магистральной инфраструктуры. Работа по данному направлению ведется на уровне правительства Якутии.
Последний день 2021 года может стать выходным, а новогодние каникулы в следующем году продлятся с 1 по 10 января. Это предусматривает проект постановления правительства, подготовленный Министерством труда России. В ведомстве пояснили, что поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 2 и 3 января, суббота и воскресенье, совпадают с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Сооружений, хранящих память о войне, становится все больше. В честь мужества и доблести якутских бойцов во время Великой Отечественной войны в поселке Корнево Калининградской области был торжественно открыт мемориал воинам-якутянам. С памятного мероприятия материал Айсены Бурнашовой. Воины-якутяне были смелыми, мужественными солдатами. Мне сегодня, с одной стороны, очень волнительно, с другой стороны, я чувствую большую ответственность, принимая участие здесь на открытии нового памятного места. Здесь похоронен якутский солдат. Горящая надпись на глыбе гранита. Первый памятник на территории Восточной Европы, посвященный воинам из Якутии, открыт. Место выбрано не случайно. В поселке Корнево, бывшем немецком городе Цинтен, находится братское захоронение. Вечный покой здесь обрели 13 советских воинов, наших земляков. Это историческая связь, которую устанавливаем мы, и поисковики сегодня открывают вот такие вот памятные обелиски. Они дают нам не забывать о той страшной войне, в которой участвовали наши отцы, деды. Инициатива установить мемориал родилась в землячестве Калининградской области. Идею поддержали в Поспредстве Якутии. На свой постамент памятник встал еще в апреле этого года, но из-за пандемии коронавируса открытие состоялось только в сентябре. Памятник удалось установить при огромной помощи нашей республики, особенно Поспредства. В ближайшее время, я думаю, мы постараемся собрать максимально больше информации по воинам-якутянам, которые погибли в ходе восточно-прусской операции и пропали. Штурм Цинтена, сильнейшего узла обороны фашистов, Хальцбергский треугольник и, наконец, взятие города-крепости Кёнигсберга. В ходе восточно-прусской операции советские войска прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю и ликвидировали основные силы противника. Это был заключительный период войны. Красной армии победа досталась ценой больших потерь. Пока известны фамилии 135 якутян, погибших на этой территории. Работа по увековечению памяти солдат Великой Отечественной войны и поиску без вести пропавших бойцов продолжается. Нашей организации было год назад найдена капсула смерти. 6 ваших земляков в этой капсуле были обнаружены. Мы будем ее впредь дальше, если нам попадется ваши земляки, будем вам передавать. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Вячеслав Фомин, Натан Сысоев, поселок Корнево, Калининградская область. Также новый мемориал славы бойцам Великой Отечественной войны установили в поселке Ленинский в Алданском районе. Основной достопримечательностью стал обелиск клин-журавлей, улетающих в небо. О нем подробнее Руслан Павлов. Мне кажется порой, что солдаты... Песня «Журавли» Марка Фраткина вдохновила администрацию поселка Ленинский на создание мемориала участникам Великой Отечественной войны. Площадку под новый Парк Победы расчистили и облагородили еще в прошлом году. Вторым этапом стала установка мемориала славы, а его изюминкой – клин журавлей, улетающих в небо. Алданская земля внесла свой вклад и в победу в Великой Отечественной войне, и в победу во Второй мировой войне. С праздником вас, уважаемые ленинцы, уважаемые присутствующие. И разрешите выразить надежду, что вот это место, о котором говорили все предыдущие ораторы, хотелось бы стать, чтобы оно стало для ленинцев именно сакральным местом.
Выполнила композицию местный автор Светлана Купневич. Мемориал стал поистине народным, так как средства на возведение стали консолидированными из бюджета поселка, от спонсоров и меценатов, неравнодушных жителей, которые собрали 70 тысяч рублей. Официально, конечно, открытие парка Победы. Но, к сожалению, он еще ввиду некоторых причин не совсем готов. Но вот обелиск воинам, павшим за нашу победу в Великой Отечественной войне, всем, кто прошел эту войну, кто не дожил до сегодняшнего дня, мы открыли. И сегодня это очень знаменательная дата для поселка Ленинского, для всего Алданского района. Действительно, новый парк далек от совершенства. Предстоит третий этап, который направлен на благоустройство. Это установка освещения скамеек в зоне отдыха. Уберут и ограждения, которые пока скрывают композицию от круглосуточного доступа. Но в следующем году, как заверяют в местной администрации, парк будет доведен до ума и станет украшением поселка и излюбленным местом его жителей. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, поселок Ленинский. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.